Урок по зацвердженной программе у третьеклассников новой школы проходит у специальном кабинете. Тема «Беспечные поводины у быцця». У дапамогу детям и педагогу-психологу Татьяне Ждановой интерактивное абсталяванне. На той же дошцы не только показывается ситуация с видеорадом, але и имитуются разные гуки, как, например, шум пены з вогнетушильника, а потом на экране з'является и оценка работы учнів. Занятия по безопасности могут проводиться у нас как для школьников. И вот сегодня мы провели занятия для учащихся 3-х классов. Но мы открыты и для учащихся Молодеченского района и готовы при помощи этого сложного, интерактивного и очень интересного оборудования проводить занятия для всех желающих. Поэтому приглашаем в гости. Наши специалисты, наши учителя готовы такие занятия проводить для ваших ребят. Любому заданню у классе можно надать гульнявую форму. Детям так нашмат цікавей яго выконваць, да и запомнить алгоритм дзеянняў таксама лягчэй. У звычайнай кватэры, оказывается, можно налічыць каля 15 потенциальных небяспечных крыніц, якія могуць прывесці да бяды. Супрацоўнікі Малазечынскага райаддзела па надзвычайных сітуацыях, госці ў 15-м садику пачатковай школе заўсёды жаданыя. По инициативе городдела по чрезвычайным ситуациям и при поддержке Управления по образованию Молодежского райисполкома было принято решение о создании класса безопасности на строящемся объекте. В этом году данный проект был реализован. Хочется отметить, что нашим ведомством уже несколько лет активно внедряются такой формат обучения, как создание центров безопасности, классов безопасности. Отличительной особенностью и преимуществом данного формата работы мы считаем то, что на ранней стадии развития, обучения дети подрастающего поколения получают вот именно основу безопасности и получают элементарные правила безопасности. Дзеянні ў надзвычайных сітуацыях, якія разбіраюць дзеці на уроках, павінны быць правільнымі і хуткімі. Але праявіць сваю фантазію таксама не грэх, толькі ўжо ў іншых заданнях, конкурсных. Ежегодно Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит плеяду конкурсов и соревнований. Наиболее, наверное, такие популярные – это смотр конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей», конкурс «Школа безопасности», слеты юных спасателей пожарных, в рамках которых ребята могут продемонстрировать уровень знаний в области безопасности жизнедеятельности, посоревноваться и тем самым проявить себя в качестве юного спасателя, знатока основ безопасности. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.